сегодня снимаем блиц-опрос, блиц-ответ. На пару вопросов отвечу по-быстрому. Витя Мазный из «Контакта» спрашивал меня давно, все обещаю, никак не могу ответить. Здравствуйте, папа Смит. Скажите, если употреблять химию, можно быть как шарик, но это приводит к разным видам заболеваний. Что делать, чтобы употреблять химию, но при этом быть здоровым, или такое невозможно? Значит, Вить, я понял, о чем ты имеешь в виду. Во-первых, употребление химии является зависимым от знания человека, который употребляет анаболические стероиды. Тех людей, которых ты видишь, 90% гуляющих вокруг тебя и качающихся, они безграмотно употребляют химию, поэтому они перебарщивают, заливают себе рецепторы чрезмерными дозами анаболических стероидов, думая, что анаболические стероиды дадут им больше результат, если они будут больше колоть или больше глотать. Но, соответственно, тренируются они минимум или тренируются неправильно. Соответственно, их разносит как пузыри или как пельмени, особенно в off-season они выглядят безобразно. Мотивируя тем и объясняя свое положение тем, что якобы они off-season, сейчас они не тренируются, то есть полная балабольная каша безграмотных людей, которые не знают, как употреблять анаболические стероиды. Поэтому они выглядят, как ты говоришь, как мишки, как пузыри. Вот. А можно ли заболеть при употреблении анаболических стероидов? Можно. Есть куча со смертельным исходом бодибилдеров и просто людей, которые кололи анаболические стероиды, они частенько умирают. Но это опять-таки от безграмотности, также от генетической предрасположенности. Мы же не знаем, как отреагирует организм того или другого человека на употребление того или иного стероида. Поэтому прежде чем ты хочешь что-то использовать, сходи к своему доктору, терапевту, посоветуйся, сдай биохимию, все анализы, и он тебе скажет, можешь ты употреблять или не употреблять. Я придерживаюсь положения, что лучше качаться без анаболических стероидов. Оставьте анаболические стероиды профессионалам. Переходим к следующему. Окей, номер два. Вопрос номер два от Виталия из «Контакта». Владислав, не могли бы вы рассказать, что и как нужно делать перед соревнованиями в бодибилдинге, чтобы достичь максимального рельефа? Какие есть фишки и секреты? Но тут нет никаких фишек и никаких секретов. Для того, чтобы достичь максимального рельефа перед соревнованием, во-первых, человек садится на безуглеводную диету, урезает жиры. Вот. А некоторые садятся за 14 недель до соревнования, а нормальные люди садятся за 12, а кое-кто за 8 недель до соревнования. Например, Сидорычев, я знаю, он садится за 8 недель до соревнования, урезает вредные углеводы и начинает подсчитывать калории. А более профессиональные ребята, они не подсчитывают калории, они все делают на глаз, или, так сказать, на объем. Вот. Соответственно, урезание калорий дает тебе проявление большего рельефа. Дальше. И включаются суперсеты. Что такое суперсеты? Это когда ты объединяешь 2 или трипл-сеты, 3 упражнения в один подход. Начинается сжигательный процесс подкожного жира и выделение более рельефных мышц и волокон. Соответственно, делаются разные связки на ту или иную группу мышц, состоящие из трипл-сетов, из дабл-сетов. Вот, также идут дроп-сеты и так далее. Целая система есть упражнений и подходов для того, чтобы прорезаться перед соревнованиями. Ну и остальное, как мы делали в старой школе, мы перед самыми соревнованиями где-то за неделю мы садились на дистиллированную воду, ее называют еще мертвая вода, бесполезная вода, что сейчас не делает никто. Но мы со старой школы делали так, садились где-то за 7 дней на дистиллированную, а потом за 3 дня до соревнования, ты высчитываешь, когда ты выходишь на сцену, приблизительно 5-6 часов плюс-минус, ты выключаешь питьевую воду вообще. Выключаешь питьевую воду вообще при том же калорийном запасе белка и углеводов, которые ты кушаешь перед соревнованиями. Вот, выключаешь воду и 3 суток ты на сушнике. То есть ты впихиваешь в себя пищу без единой капли воды. Да, это издевательство над организмом, да, это опасно. Плюс, мало того, мы еще ели и лайм, или же лимон. Как захотел попить, ты берешь лайм, пососал, или там лимончик, лимонный сок, выпиваешь. Вот это все, что заменяло нам жидкость. Но результат какой был, вы можете посмотреть на мои старые соревновательные фотки. Я всегда выглядел полосатым и всегда выглядел довольно-то качественно. Но вот я достигал именно таким способом рельефа. Кто-то еще идет в сауну, что вообще убийственно. Там за день до соревнования идут в парилку или в сауну, мажутся медом,
мажутся солью и выжимают из себя все полностью, весь подкожную воду. То есть люди, кожа становится пергаментной, ты выходишь весь полосатый. Вот такая была наша старая школа, конец 80-х, начало 90-х годов. А это был Папа Смит, ответил на ваши два вопроса. Блиц-ответы. Пам!